Ну что, доброе утро, друзья. Так, видите, какие минималочки. Я уже первый заказ выполнил. Одну короткую поездку. В общем, как вы поняли, это будет видео о том, как я буду зарабатывать на эконом-классе в такси. Меня зовут Самат. Добро пожаловать в мой канал. Кыргыз рулит. В общем, ребят, буду катать эконом-класс в Яндекс Такси. И, в принципе, следите за мной, смотрите, сколько я буду зарабатывать и как я буду работать. Ну что, друзья, будем выполнять минималочки. Так, следите за мной, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. В общем, сейчас время у нас 7:35. Я только выехал. Как бы дома я особо и не кушаю, поэтому в основном питаюсь, когда работаю. Вот, сейчас сделал завтрак, взял с собой кофе, обычное, 3 в одном. Так как Макдак далеко от меня, чтоб капучино выпить. Довольствуюсь этим. Вот. Жду минут 20 и включаю. В принципе, в данный момент я бы мог работать, но, как вы все знаете, особо не ахти. То есть кафе не горят. Так что, думаю, смысла нет сейчас выезжать и выполнять заказ. Видите, как особо кафев нет. Вот. Я как раз живу в этих районах, в юго-западном. Все знают, что здесь работа более-менее, чем в других регионах Москвы. Особенно где Кузьминки, Перово, Новогреево и так далее, да? Вот, ребят. Через 20 минут я начну. И погнали. Ну, так, ребята, осталось у нас 2 минуты до минималочки. В общем, у нас минималочка действует в этих зонах. Особо, в принципе, не маленькая зона. Достаточно большая. Вот, по 550. То есть бонус у нас действует так, с 8 до 9:30 в этих зонах по 500, по 550 рублей. С 9:30 до 10:20 у нас 465, 425, 415, 430. Вот в этих зонах действует с утра. Так что, ребята, начинаем с 8 и выполняем бонусы, ребят. Все, ребята, бонусы начались. Все, выходим на линию и ждем первый заказ. 8:00 я выехал где-то в 7 утра, выполнил один заказ, коэффициент был 1,4, но поездка была особо не жирная. То есть ехал я минут 3-4, по-моему. Яндекс не оплатил. Почти 200 рублей, из них комиссия, видите, 25%. Боже упаси, да? Так что, ребят, лучше выполнять бонус. Все, ждем первый заказ. Как вы видите, у меня балл 15. Брендинг, платина, рейтинг выше 495, эксперт. Так, дезинфекции нету, короба нету, нафиг это надо. В общем. Ребята, в чем прикол? Как Яндекс включил минималочку, он выключил все кэфы в этих зонах. Конечно, Яндекс это нечто, да? То есть без комментариев. Кто давно работает, те знают. Вот он, первый заказ от Веденского до Профсоюзной улицы. Ехать километр. Берем. Так, я на месте.
подъехал. Так, будем встречать, я не знаю, клиента. И дальше поедем до профсоюзной 37/4. Впереди камера на полосу. На остановке нормально будет? Можно? Сейчас я чуть вперед дам сзади. Просто маршруточка. Все, хорошего дня, всего доброго. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения Так, я качества нажимаю обслуживания на поставьте нам занят, оценку в пока приложении. выполняю заказ. И поехали следующую выполнять. Нажимаю на линии. И ожидаем, ребята. Я проехал примерно... Так, это Uber, да, поселение Мосвенген. Так, ну, в принципе, я не буду этот заказ брать. Пропустить. Заказ отменен. Так, ждем следующий заказ. Так, Бутлерова, Беловежская улица, дом 4. Предыдущий заказ я отменил, потому что ехать было 10 километров. Это без учета пробок. А если с учетом, то больше 10 километров стопудово. Так что ждем следующий заказ. Ну, многим, наверное, будет интересно, почему у меня как бы виден конечный адрес и километраж. У меня стоит, так скажем, программа, которая вычитывает все это. Мне кажется, многие так с этими программами работают, поэтому, ребят, это, я считаю, законно. Почему, если Яндекс дурит людей, то мы не должны их дурить, да? Поэтому кому как, а мне ништяк. Так что ждем следующий заказ на минималочке. Так, я принял заказ следующий. Это от генерала Антонова до Ломоносовского проспекта. В общем, едем. Оплата будет налом. Поехали. Так, я подъехал. Нажимаем на месте. Открываем Яндекс. До куда едем, посмотрим. Ну, в принципе, будет действовать. 26 минут ехать, 7 километров. Боже мой. Потратил 25 минут. Это жесть. Пробки, ДТП. В общем, так. Так, в общем, так, от двери до двери. Так, выдача окончена. Охренеть, я 40 минут ехал, ребята. Пипец. Спасибо за Там поездку. сколько? 8, Заказ будет оплачен почти картой. 9 Пожалуйста, километров, убедитесь, по-моему. что вы не оставили в автомобиле Это- свои это вещи. пипец. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Так, нажимаем на линию. По проспекту Мира. Будем ждать следующий заказ. Еще один заказ у нас. Ага, до свидания. Здравствуйте. Пожалуйста, Так, наденьте еду на маску и Таганку, перчатки. Таганская Это улица, важно для дом всех, кто в 23. машине. Поездка Ну, по ребят, это Яндекс.Навигатору не от займет двери до двери, 21 это просто минуту. доставка, поэтому сейчас посмотрим, сколько мы будем ехать. Ну, это писец, короче. Ехать как минимум 40 минут, наверное, если не больше. Яндекс, как всегда, пишет, типа, якобы ты будешь ехать там 30 минут, а на самом деле все 50 есть, если не больше. Ну, чё ты тупишь, блин? Вроде бы не центр, чтоб
интернет тупил. Иногда бывает так, в центре заезжаешь, интернет так тупит, блин. Да, 25 минут, 9 километров, 300 с чем-то рублей, но это пипец. Так, выдача окончена, 25 минут, 300 рублей. Спасибо это за поездку. очень слабо. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в Так, автомобиле всё. свои вещи. Так, Для я уже улучшения сделал качества обслуживания поставьте 9 нам оценку в заказов, приложении. ребят. Уже сделал 9 заказов. 3 минималочки и остальные обычные заказы. Все, принимаем следующий заказ и дальше работать. В конце дня я вам покажу, сколько я заработал и ну и так далее, финансовую отчетность. Так, ребят, у меня еще одна доставочка в село Тарасовка получается. Я не знаю, ехать сколько. В общем, я у шлагбаума жду заказ, доставочку. Сейчас забьем, посмотрим, сколько мы будем ехать примерно. И в какую сторону. И по времени сколько будет. Примерно писал Яндекс час езды. День добрый. Здравствуйте. На На Тарасовку, правильно? А? На Тарасовку. Ребята, вот везу доставку. В сторону Ивантеевки еду. Ехать мне примерно еще 40 с чем-то минут. В общем, 30 километров, 40 минут. Кстати, ребята, если вы будете доставку брать, убедитесь, что внутри ничего такого нету, ну, запрещенного имею в виду. А то эти барыги, они вообще обнаглели. Они прячут как же, ну, всякую фигню, короче, и передают через таксистов, чтобы мы доставляли как курьеры нахрен, есть. Поэтому будьте аккуратнее, узнавайте, что внутри, и убедитесь для себя же, да, для своей безопасности. Не дай бог что-то случится, ребята. Доблестные наши полицейские ничего не будут они слушать. Они возьмут и надо будет закроют, да? Скажут то, что мы курьером отрабатываем. Вот. Так что, ребят, берегите себя. Ну так, ребят, я подъехал. Так, выдача у нас за 55 минут, в общем. Ну так, ребят, сейчас я во сколько начал? Ровно 8. Да, 8:00 я начал. Короче, сейчас 12:50. В общем, 10 поездок сделал. Сумма 3,65. Посчитаем. В общем, на 400 я Яндекс откатал. Комиссия 943. Комиссия парка 117. Итого я пробежал 91 километр. Вот, тариф у меня эконом, детский пока отключил. Забыл взять детское кресло. Солярис у меня по комфорту не проходит, эконом-класс. Так, курьерскую я отключил. Ну и помощь детям и доставка. Вот, ребята. Сейчас пока на паузу нажал, отдохну минут 30. И отсюда поеду в сторону центра. Я не знаю, заказы дадут, нет, посмотрим. Так, ребята, время сколько сейчас? Так, сейчас время у меня без 10:03. Я только начал кушать, обедать, то есть вот такой вот у меня обед. Куриная отбивная с рисом, гречкой, салат овощной и сельдь под шубой и компотик. На все про все, в принципе, надо просто места знать. На все про все у меня ушло 50 рублей. Давайте, всем приятного. После начну видео. Ну так, ребята, я примерно
Минут 40 посидел, покушал. Прям плотно, прям от души. На все про все у меня ушло 50 рублей. Просто там люди знакомые работают, и мне постоянно не делают скидочку. Вот, ну такой легенький был у меня обед. Сейчас время у нас 15:15. Думаю, будем работать до 9, 6 часов поработаем. 5,5-6, грубо. Вот, а потом подытожим результат сегодняшнего дня. И посмотрим, сколько я откатал, сколько километров проехал и сколько, конечно же, заработал, да? Вот. Все, погнали. Так, давайте я включил. Я нахожусь по улице Цандера. Это метро ВДНХ. Кэфов, к сожалению, вообще 0. Ну, в некоторых местах чуть по чуть горят. А так, в принципе, по Москве вообще тухло. Ну, а что делать? Надо работать. Так что ждем заказ. Желательно будет дальние поездки, а не короткие. Вот. И желательно бы в район, в юго-запад. Там более-менее можно поработать. Ну, будем посмотреть, как говорится, да? Так, ребят, приехал на заправочку. Так, Роснефть. Первая колоночка. Зальем. Ну, на 950. Так, да, на 950 выбираем. Ага, 92 оплатить. Все, заправка пошла. Это плюс 2 в приоритете будет. Итого у нас будет 17. Ну, посмотрим. Я до этого вообще 6, там, с 5, по-моему, баллами я работал. Ребят, я хочу поговорить о Яндексе. Вы знаете, что у них бешеные проценты. Вот. Недавно Яндекс мне дал типа выполнить бонусы. Так, сколько я выполнил? 51 поездку. За эти поездки Яндекс оплатил мне 4200, по-моему, да. И вы верите, в пятницу я начал работать, выполнять, то есть. И в пятницу я выехал в 8:30, по-моему, да, выполнил некоторые минималочки по 550, по-моему. Вот, и до 10 вечера я в общем количестве выполнил, ребят, в пятницу 30 поездок. Вы представляете? 30 поездок, это вообще... В моем случае это был рекорд. Я сам от себя был в шоке. Нон-стопом работал. Что давали, то и принимал, выполнял. В общем, я в шоке. Я не знаю, у кого как было, но мой рекорд за 14 часов 30 поездок, ребят. И, ну, в промежутке я где-то 2 раза останавливался. По 1 раз час, по-моему, я обедал. А в другой раз где-то минут 30, пока в туалет сходил, пока заправился, то есть в общем. И я не знаю, это был мой рекорд. 30 поездок. До этого я никогда таких заказов не выполнял в таком количестве. Так что, друзья, если кто знает, помнит свой рекорд за один день, за 15 часов работы, пожалуйста, напишите в комментариях. Я буду следить, смотреть, ну и быть шокирован от вас. В общем, погнали.